Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Изобразительное искусство Якутии и вообще художественная жизнь сегодня на подъеме, динамично развивается. Этим летом, например, у нас были картины Третьяковской галереи, это приезд Приморской картинной галереи, но и наши якутские художники не стоят в стороне. В этом году было очень много выставок. Также у нас в этом 2022 году появилось 2 члена Российской академии художеств. И сегодня у нас гости студии, художник-дизайнер, председатель Союза художников Якутии Ольга Скорикова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Художник, заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, почетный член Российской академии художеств, доцент Арктического государственного института культуры и искусств Михаил Старостин. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Здравствуйте. Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, член-корреспондент Российской академии художеств, доцент АГИКИ Джулустан Байтунов. Здравствуйте, Джулустан Афанасьевич. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Во время прямого эфира вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы гостям студии. Ольга Афанасьевна, начнем, наверное, с вас. Да? Как прошел этот год? Какие интересные события произошли в этом году у художников? Конечно, для художников главное событие жизни – это выставка. И этот год в этом плане у нас был очень плодотворный. У нас прошло более 20 выставок. Это очень высокий результат. То есть даже сами художники и искусствоведы не успевали посетить все выставки, которые открывались. Причем выставок было не только много, но они еще были необычные в том плане, что выставки проводились необычного формата. Например, была выставка 2 картин в клубе Гагарина, посвященная юбилею Кулаковского. Там была очень большая инсталляция, в которой мы, кстати, тоже принимали участие. «Идея моя». И там была работа Афанасия Собакина, моего отца, «Алас Кулаковского», и работа Кирилла Гаврилева, «Портрет Кулаковского». Это была очень необычная экспозиция, очень эффектная, и ее посетило большое количество человек. А инсталляция состояла из перьев, крыльев, на которых были написаны высказывания Кулаковского. Или рисунки, посвященные Кулаковскому. То есть это было совершенно необычный, новый для якутского формат, и очень живой отклик получил. Также у нас при нашем участии была выставка «Я не боюсь», которая тоже очень нашумела в музее «Россия. Моя история». Там это была тема преодоления страха, и выставка была очень интересно срежиссирована, когда ты заходишь в более страшную зону и постепенно погружаешься все в более светлые эмоциональные тона и выходишь уже через цветы, можно сказать. Эта выставка была интересна тем, что часть работ висели в натуре, а часть работ были спроецированы, это было их изображение, и некоторые изображения двигались, и вот это совмещение натуральных картин и изображений картин, да еще анимированных, оказало очень яркое, эмоциональное воздействие на зрителей, поэтому эта выставка пользовалась большим успехом, ее продлевали. Также у нас были выставки и в других городах. Одна из интересных выставок, в которой часть членов Союза художников принимала участие, это выставка в Центре современного искусства МОМА в Москве. Это была, несмотря на то, что выставка современного искусства, к которой москвичи и гости Москвы, в принципе, и привыкли, и готовы, но она пользовалась особой популярностью и интересом, потому что там присутствовал этнический компонент. Эту выставку также продлевали, и были очень интересные отзывы о ней, что она необычна. И мы испытываем гордость, что когда появляется якутский колорит, да, и выставка вызывает особенный интерес. Во Владивостоке мы приняли участие в зональной выставке «Культурное наследие». Во Владивостоке у нас было несколько выставок, в том числе и выставка женской группы нашей якутской «Узкий взгляд», участником которой я являюсь. И там нас принимала тоже женская группа художников, дальневосточниц, которая называется «Цветы жизни».
Ну, я не говорю о том, что у нас в Якутске было большое количество выставок с интересными темами, на интересных площадках. Например, тема «Ода, еда» у нас была выставка. В данный момент у нас работает выставка, она будет работать еще до середины января в Национальном художественном музее, называется «Живая Арктика». Ее формат тоже непривычен тем, что в этой выставке помимо членов Союза художников приняли участие профессиональные молодые художники, которые еще не являются членами Союза художников. Это был эксперимент. Выпускники, да? Да, Шагики. очень интересный. И как бы все, кто еще не посетил эту выставку, пожалуйста, приглашаем, сходите, посмотрите. Тем более, что приняли участие все, да, 140 членов. Нет, не все. У нас так не бывает, чтобы все, потому что не любая тема любой выставки, да, откликается художнику. То есть есть художники, которых тема именно арктическая не волнует вообще. Они работают, ну, связаны с другими темами. Или в этот момент у художника может быть, скажем, какой-то застой. Он, в принципе, не хочет показывать старые работы, а новых нет. Такое тоже бывает. Это нормально. Ну и выставком отбирает работы. Еще выставком отбирает работы. И не Любой все работы художник могут заинтересован, попасть. чтобы побольше было картин выставлено. А музейщики хотят, чтобы у них была культурная экспозиция не с огромным количеством работ. Ну, также еще персональные же выставки, да, были. Вот и Кирилла Гавриилева была выставка. Да, Натальи и... Николаевой, Федота Макарова, Василия Кравчука. Ну, вообще персональных выставок у нас тоже много, это постоянно идет, на постоянной основе. Вот сейчас проходит акварелла выставка. Да, прекрасная выставка Георгия Решетникова, художника, дизайнера, преподавателя. И очень мощная выставка акварели персональная. Тоже, пожалуйста, посещайте, кто не посетил, Национальный художественный музей. А я проанонсирую, что в это воскресенье в культурной среде вот будет как раз репортаж с открытия этой выставки, к выставке акварелла. Также я хотела бы рассказать о пленэрной деятельности нашего Союза художников. Из-за пандемийной ситуации на некоторое время пленэрная активность у нас была прекращена. Пленэр – это выезд художника на воздух, на открытое пространство, на природу и работа с натурой. То есть художник сидит, он не фотографирует, он делает зарисовки или пишет с натуры этюд. И по сложившейся традиции Содружества с Монгольской республикой мы по приглашению монгольской стороны съездили в Монголию. Нас очень хорошо принимали, возили, кормили, возили по красивым турбазам, красивым местам, водили по музеям. Это было огромное впечатление для всех участников поездки, многие из которых были впервые. Были впечатлены мощнейшей монгольской культурой, приятно обрадованы менталитетом монголов, которые как-то нам близки по духу. Возможно, потому что многие из них говорят по-русски, или их отцы говорили по-русски. Ну, то есть какая-то родственность наблюдается. И, конечно... Ну, это советское наследие еще. Да, да. И, конечно, шикарная монгольская природа, да, она, как сказать... Она имеет свой особенный, уникальный характер. Да, там небо же совсем другое. Небо да? совсем другое, да, там горы совсем другие, все совсем другое. И тоже произвело огромное впечатление. А также мы посетили город Владивосток по приглашению, как я говорила, «Цветов жизни». Тоже ездили туда на пленэр, вот, женщины группы «Узкий взгляд». И то же самое, это у нас был культурно-пленэрный заезд. То есть мы посетили музеи, выставки, организовали свою выставку, посетили те выставки, которые там организованы были другими участниками. Например, наш Национальный художественный музей вывозил туда выставку «Якутское изобразительное искусство». А также мы провели несколько дней на побережье моря. Нам предоставили жилье, и мы писали прямо с натуры. И опять-таки для многих это был первый опыт, и для меня в том числе, чтобы писать с натуры морские пейзажи или горные пейзажи какие-то. Маринистыми стали, да, да. И сейчас мы пригласили, значит, и монгольских художников с ответным визитом к нам, и дальневосточных художников. То есть, если все будет благополучно, то, скорее всего, на СЭХ к нам приедут гости, и мы их с удовольствием примем, да. По итогам этих выставок, по итогам этих поездок у нас состоялась выставка, где были выставлены пленэрные работы участников монгольских поездок за последние несколько лет.
И дальневосточные поездки за этот год. Выставка получилась очень яркая, интересная. Работы были выставлены, причем поскольку это рабочий материал, многие даже без рамп. Мы нашли способ с помощью прищепок, как их выставить. Ну, в принципе, получилось очень интересно. Все были очень довольны, очень зарядились этой выставкой. Ну, еще в этом году же закуп был, да, картин? Национальный художественный музей закупил картины художников. Был закуп, но, к сожалению, он коснулся далеко не каждого художника. Это вот, к сожалению, вот раньше, в социалистический период жизни, да, это было на регулярной основе, что ежегодно музей покупал работы большинства ведущих художников. В этом году, поскольку сумма закупа была ограничена, закуп коснулся далеко не всех. Остались недовольные. Ну, а что сделать, да, если бюджет таков? Исходим из того, что есть. Да. Хорошо, что уже несколько лет же вообще не было закупов картин. Да, это благодаря Сергею Местникову, да, зампред правительства, что он вмешался в ситуацию, настоял на том, чтобы средства были выделены. Также им были обещаны средства на ремонт дома художника. Надеемся, что это тоже произойдет. Так что, ну, мы в этом году почувствовали какую-то поддержку. Ну, у вас еще какие проблемы? Вот у вас есть возможность поделиться своими проблемы у нас, проблемами. конечно, те, о которых мы говорим ежегодно. Это мастерские по проспекту Ленина, 42. Это здание саморазрушается. На следующий год запланирован его снос. И если этот снос состоится, то у нас 17 мастерских уже исчезнут. Люди останутся без мастерских. Да. Причем это мастерские, из которых в свое время вышли все наши великие художники: Осипов, Мунхалов. Мой отец Афанасий Собакин там работал, Илья Исевцев. То есть весь наш цвет, Союз художников, в свое время вышел с Ленина 42. И сейчас просто страшно подумать, что этих мастерских не будет. И сегодня там очень хорошие художники у нас работают. Это известный всемирно буквально Федор Марков, это Вячеслав Артамонов, это Ирина Микумянова, Галина Акаемова, Александр Винокуров. Надежда Федулова. Александра Бочкарева. Ну, то есть у них даже физически некуда свои работы перевести, если они лишатся этих мастерских. Ну, к сожалению, пока что на сегодняшний день республика не находит возможности предоставить альтернативное помещение для мастерских. А еще мастерские есть же у вас в Доме художника, да? Есть мастерские в Доме художника, но фактически на сегодняшний день это не Дом художника, это опять-таки Национальный художественный музей. И мы некоторые неудобства друг от друга терпим. Художники терпят неудобства от того, что это музей, а музейщики от того, что это художники. Да. Так, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сегодня в гостях у нас художники, которые в этом году стали членами Российской академии художеств. Это большое достижение наших художников. И сейчас мы предоставим вам слово. Заслуженный деятель искусств Республики Саха, заслуженный художник Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств, доцент АГИКИ Михаил Гаврилович Старостин. Михаил Гаврилович, вот расскажите, как происходил вот этот вот отбор в Российскую академию художеств? Ну, в Российскую академию художеств отбирают по итогам всей творческой работы и по итогам выставок, которые вот делаются на протяжении всей жизни, в общем-то. Но у меня было, в общем-то, много выставок, в основном в сибирских городах, по Дальнему Востоку, и несколько выставок в Москве, персональные выставки. И последняя итоговая, мы вот с Челустаном Афанасьевичем вместе выставились в 2021 году в Красноярске, в залах, выставочных залах отделения, регионального отделения Российской академии художеств. В региональном отделении
Урала, Сибири и Дальнего Востока. И по итогам этой выставки бюро регионального отделения выдвигает кандидатуры на утверждение в Российскую академию художеств, и президиум Академии художеств уже делает отбор. И поэтому утверждение происходит в 2 этапа. И в региональном отделении, и в российском. Да, президиуме Академии художеств, где сидят наши аксакалы, всем известные художники. Так. Ну, я поздравляю вас и Джулустана Афанасьевича с большим таким, очень почетным таким званием. Очень ответственно. Ну, конечно, да. Ответственно. Ага. Ну вот расскажите о себе. Как вы стали художником? Откуда вы родом? Как вы стали художником? Кто заметил ваш талант? Кто подтолкнул вас к этому? Я родился в Хандге, вырос в селе Кирасхальжай. Это очень хорошее село. Оно расположено на берегу реки Алдан, быстротечной реки Алдан. Ну, где река, там и природа. И в общем-то, детство прошло обычно, как у всех, наверное, сельских детей. Это зимой школа, а летом на каникулах сенокос. Сенокос. Вот. Ну, рисовали уже с детства. Да? У вас есть? Да. В роду художники есть? В роду художников нет, но бабушка у меня шила эти берестяные изделия, туиски, да, ырая, там, короче, вот так. И вот после 8 класса я поступил в Якутское художественное училище в 1973 году. Мне было 14 лет. И мне повезло, потому что я попал к преподавателю очень интересному графику. Можно сказать, он график, он стоял немножко особняком от якутских графиков. Это художник европейского направления Юрий Иннокентьевич Ватяков. Да. И было очень интересно у него учиться. Он как-то очень тактично преподавал, был очень добр, внимателен к учащимся училища в своей группе. А живопись у нас преподавал Эдуард Иосифович Васильев, корифей, известный живописец, известный в России живописец. Да. И после училища я несколько раз пытался поступать в высшее учебное заведение. Тогда институтов было мало. И конкурс был огромный. Были только союзного значения. И вот по прошествии 8 лет после училища я только смог поступить в Красноярский художественный, тогда еще институт искусств, и впоследствии он стал художественным институтом, когда я заканчивал. Таким образом, я заканчивал художественный институт, а ныне он опять стал институтом искусств, где учатся театралы, музыканты. И вот. Но вы же начинали с этого как художник-иллюстратор, даже вы же были художественным редактором в издательстве. Да. 10 лет проработали. Ага. Я вот первые книги я оформил. Я вообще люблю книги. Да? Люблю книги читать. И вот после училища мне было 18 лет, и я оформил первые книжки. Это были очень простые книжки, небольшие, да? Небольшие книжки. И до
того, как я пошел в армию, я успел оформить 3 небольших маленьких книжки. И вот эта мечта вот работать в книге у меня всегда была. И будучи студентом в Красноярске, надо было немножко зарабатывать деньги. И я пришел в издательство, и первую книгу после первого курса я делал все летние каникулы. 3 месяца. Да. А потом каждое лето я брал заказы, и поэтому меня уже знали в издательстве. И по окончании института меня пригласили. Просто это была инициатива со стороны издательства, пригласили. Уже знали вас как старшим художественным редактором. И я проработал 10 лет на производстве. Это как-то повлияло вот на ваш стиль? Это, наверное, все-таки не повлияло. Не повлияло, да? Да, все-таки на стиль повлияла и учеба у Вотякова в училище, и в институте в Красноярске. Работать в книге тоже было интересно. Художественный редактор работает как менеджер искусства, от искусства. Он задания дает художникам. Со всеми художниками работает, заказы дает им там. Ну, общее оформление книги в голове все-таки художественного редактора. Да, общее оформление книги, художественное оформление – это ведение художественного редактора. И, в общем-то, в то время вот качество полиграфии было слабое у нас, и поэтому только несколько книг в год получались у нас в хорошем полиграфическом исполнении, которые мы печатали в Смоленске, в Твери и в Москве. И мы, вот, помню, с нетерпением ожидали вот эти прихода этих книг с хорошим оформлением. Да. И после 10 лет работы в издательстве я 2000 года работаю в Арктическом институте. Преподаете. Преподаватель. 20 лет уже, да? 20 У вас лет. очень много учеников. Ну, 22 года получается, да. Много учеников у вас уже, да? Ну да, все эти годы, конечно, да. Вот вы говорили, что хотите посвятить свою жизнь уже чисто творчеству. Да, вот и каждый художник, наверное, у кого творчество на первом плане, он мечтает посвятить жизнь творчеству. И вот, конечно, я хотел бы оставшись все-таки я в возрасте, в возрасте, и поэтому я бы хотел несколько лет все-таки поработать творчески, да. А вообще у меня мечта летом варить варенье, а зимой чай пить с этим вареньем, да. Я собрал неплохую библиотеку, я бы хотел бы просто лежать и читать. Да. Ну, это, наверное, мечта всех работающих. Это всех художников мечта. Всех художников, вообще всех работающих. Люди устают, и хочется только об отдыхе. Но, к сожалению, надо работать. Вот какие у вас творческие планы? Можете поделиться с нашими телезрителями, радиослушателями? Ну, есть, конечно, есть творческие планы, но вот говорят же, что вот раскрывать творческие планы – это все равно, что отказаться от них. Уже как бы рассмешить Бога, да? Рассказать ему о своих планах. Да. Есть некоторые планы. Есть, да. Ну, вот выставки, вот у вас когда были выставки персональные здесь, вот в Якутске? В Якутске, ну, у меня проходят выставки каждые 5 лет. Каждые 5 лет 50, 55, 60. И вот тоже будет скоро. Предстоит уже в следующем году. Нет, через год. Через год будет выставка. Да.
через год И будет. вот готовитесь, да? Ну, надо к этой готовиться выставке? уже. Ага. Вот семья ваша, насколько семья вас помогает, поддерживает? Семья ваша. Ну, конечно, семья меня всегда поддерживает. Я благодарен очень своей семье, потому что художник, который, в общем-то, художнику приходится по роду работы пропадать в мастерской. Да? Это требует все равно Самоотдачи большой, да. И Это все дети художников, кстати, жалуются, да? Говорят, что отца почти не видят. Вот пример, Ольга сидит. Да, я помню, что действительно, если семья не понимает такого отца, то могут начаться конфликты, да? Почему вот все время там папы или мужа нету дома? Да. У него все время, если он дома, он даже с отсутствующим видом сидит, уже о чем-то своем думает там. Так что... И тем более, вот когда мне приходилось работать в книжном издательстве, у меня сначала не было творческого дня, и получалось, что всего 2 выходных, которые... Дорогие друзья, мы прервемся сейчас на рекламу. Через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Сегодня у нас художники, новые члены Российской академии художеств. Это Михаил Старостин и Джулустан Байтунов. С Михаилом мы уже поговорили, сейчас будем мучить Джулустана Афанасьевича. Джулустан Афанасьевич Байтунов, он заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, член-корреспондент Российской академии художеств, доцент, так же, как и Михаил Гаврилевич, Арктического государственного института культуры и искусств. Джулустан Афанасьевич, вот расскажите, вот о себе расскажите. Ну, я родился в Верхнеуральском области, село Хоро. Но мы там жили где-то до 7 лет, я там жил. Потом приехали на другой берег, там, где родилась наша мама, Кентик. И детство все у меня так прошло. Но про Хоро у меня тоже очень хорошее впечатление. Когда мы маленькие были там, на рыбалку постоянно ходили, на охоту брать, таскали. А в Кентике вот у меня, можно сказать, началась. Но все равно в Харинцах я помню, когда я маленький был, рисовал, но это рисовать для меня было это все. Только я, как можно сказать, умел рисовать. И по деревне так-то работал, но самое любимое это было рисовать, лепить. Много лепили мы в то время. А у вас в роду кто-то есть художники? Ну, да, есть. Не надо думать про это. Но у меня старший брат тоже профессиональным художником был, Тохман. Он закончил Репину, Академию художеств Санкт-Петербурга. Потом наши, это, как сказать, предки, да, Кентик известен, что там кузнецы Чепустра. И у нас очень хороший музей. И вот наши прадеды, деды там, кузнецами были, и некоторые ювелирами были. Наверное, вот оттуда все вот так идет. И вот так. После школы у меня ничего не осталось, все равно только на это. И меня брат уже готовил, чтобы я сюда в училище поступил. В то время он училище заканчивал. Он приходил и показывал свои работы. Мне очень нравились его работы. И повторял его работы. Потом вот в училище поступил. И здесь учился, с перерывом 4 года. И я попал в группе Людмилы Слепцовой. Людмилы Даниловны. Да, и я очень благодарен ей, что дальше, чтобы я там учился. И вот как художник. Михаил сказал, я тоже очень хотел в центральный вуз поступать. И 3 года я не мог поступить в Репинку. Там конкурс большой, и очень хорошую школу все равно я оттуда взял, потому что я там подготовку ходил почти 2 года с перерывом. У меня брат там в то время поступил. И вы следом за братом. Да, и он в 5 курсе учился, и он брал меня в 5 курсе. Но там трудновато было, задачи другие были. Но он меня строил на 2 курс, да, и вот так. Потом
вот так не мог поступить в Репинку, и поэтому я приехал в Красноярск. Просто там художественный институт, вот открылся, институт искусств был, и туда приехал, и, ну, хорошая подготовка была, поэтому я так, ну, можно сказать, туда свободно сразу. поступил. Там уже учились Оля, Миша, и они старшие курсы были, но я вот Мише тоже много, можно сказать, учился. Он такой серьезный был и не выходил с комнаты там. Все время он, промграфики такие, они сидели, работали вот так. И вот в Красноярске я очень хорошую школу получил, потому что там преподаватели, которые пришли, вот только они приехали с Питера, эти, на Академию художеств, стажировку на 3 года, и они преподавали вот в институте. Поэтому я все равно школу эту питерскую получил. И там сильные такие у нас преподаватели были. И я попал тоже к хорошему профессору, Знаку. И там учился, и мечта была меня дальше учиться. Еще там стажировки есть Академии художеств. И вот так, ну, знал, как туда попасть, и вот, ну, работал много. Вот так. И вот так. Потом вот 3 года здесь учился, работал после института, потом обратно поехал в Академию художеств. Вот это. То есть после института можно опять учиться там же? Стажироваться. Стажироваться. Там условия очень хорошие, даже говорили, что это лучше, чем в Москве, в Питере, потому что там на 3 года тебе квартиру дают, и все в Москве такую большую, и ты целый день работаешь, ну, рисуешь. Вот. Все условия создают. Все условия для очень работы. хорошие. Сейчас не очень, так оказывается, уже по-другому немножко. Но в наше время свободно было. Так, вот, так. Ну, вы тоже начинали как иллюстратор же, да? Да, Тоже вот иллюстрации делали. я начал здесь как иллюстратор. Вот. По велению Чингисхана оформляли. Вот Михаил мне предложил эту работу. И вот, ну, я начал как иллюстратор здесь и как график, да. Ему очень многие знают, что я, ну, как график, да. А так-то я живопись. И вот, ну, самая большая работа, можно сказать, это Николая Лугунова книги «По велению Чингисхана». Потом после него идут эти, ну, «Великие хунны», вот Николая Лугунова, то самое. И в данное время тоже я продолжение это «Великих хуннов» делаю. И, шаманы. Ну, шаманов тоже делал, но это очень трудно, очень-очень трудная тема. Так, просто так не делается. И помимо этого, как я станковый живопись и большие картины постараюсь писать, ну, по живописи. Вот так. Чумпу Вилюй тоже, да? Да, Чумпу Вилюй тоже Иванова я тоже рисовал. А это мне нравилось, потому что это соседний улус, можно сказать, Сунтар. Мы по Вилюю живем все. Сунтар, Люба, Вига, И, ну, интересно было там быт какой в то время. И там, если заметили, вот Чингисхан и Чумпу Вилюй, там очень много лошадей. И мне вот такие сюжеты, которые с лошадьми очень, ну, нравятся. Я с любовью делаю это. Вот так. А вот в чем источник вашего вдохновения? Источник моего вдохновения, ну, если можно сказать, ну, деревня, можно сказать. И не только деревня, но я как преподаватель, да, я здесь преподаю. И много студентов учил, и это... От них остались много хороших работ, и время со временем бывает такое, что их работы я посмотрю такие, и я удивляюсь, как они это успели вот так делать, да. И вот эти работы студентов моих тоже дают эту вдохновение. Такой взаимообмен получается, да? Вы их обучаете, и они вам дают вдохновение. И иногда, когда вот эта картина покупают, тоже вдохновение получается. Ну, настроение получается вот такое. Ну, вот о выставках о ваших расскажите. Ну, в выставках вот как Михаил сказал, вот это в прошлом году мы персональную выставку делали в залах Академии художеств России, да, в Красноярске. И это очень большой плюс вот для получить вот такое звание. И вот
там ступеньки есть, чтобы получить вот такое звание. Да, вот. Самое последнее, можно сказать, вот эта выставка ты там должен. А до этого диплом идет, потом медаль академии. И вот потихоньку вот так собираешь и много участвуешь в этом российских выставках или международных. И это большие плюсы. И ты сам тоже вот это... Но от этого тоже много берешь опытов, да. И я скажу, что один художник, который, один из них, из ведущих художников, который я езжу часто в другие республики или за пределы России. И я очень много езжу в Татарстан. Там собирают много интересных художников. 40 художников собирают со всего мира, сказать можно. И там очень сильно попадают, 6-7 такие, знаменитых художников. И там ты с ними вместе работаешь, и вот от них ты тоже энергию берешь, и твоя работа тоже интересная. Вот, так. И через них я попал в Турцию, потом в Кипр. Там вот самое интересное было вот в Кипре, да, тоже там очень много художников, и такие работы. И я даже такие большие работы не делал, 2-метровые за маленькое время. Как другие работы, ты же так быстро вот так делаешь. Вот так. И вот если выставочные еще, знаете, я делал персональную выставку у себя в Верхнеуральске, Кентике, поселке. Как раз там была юбилейная Олонхо, Исых Олонхо, и я там вот по мере этой Исыха я персональную выставку, еще я презентация книги была, я иллюстрации делал. Верхнеуральская Олонхосуд Андрея Титарова Кардачи Берген. И вот этой работы я тоже там выставил. И меня вот последнее время интересует вот Олонхо, якутские, вот такая, и вот читаю время со временем, как будто тебя колет, и берешь ты это с собой на работу беру, и там даже во время это, когда, перерыв или там, очень богатый язык якутский, как и они, эти вот писатели Олонхосута, как они чтобы эти слова с друг другом там совпадали или украсили друг друга. Вот такая. И сюжеты... Очень много сюжетных линий. Да, и вот они отдельные, вот Улус, например, Сунтарский, Улюйский или Намский. Вот такой. Вот так. Я вот поздравляю вас с таким, это очень серьезное, желаю, чтобы вы и до академиков доросли, как Афанасий Николаевич Осипов. Вот у нас единственный был академик Российской академии художеств. И пожелаю вам тоже стать академиками Российской академии художеств. И вот ваши пожелания, поздравления с наступающим Новым годом. У нас 1 минута 30 секунд осталось, да? Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам успехов, удач. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.